Региональному общественному фонду имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова исполняется 20 лет. В начале лета фонд будет праздновать свое 20-летие, 20-летний юбилей, с чем мы его и поздравляем. Ассаламу алейкум, добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Актуальная тема» на телеканале «Войнах». И вице-президент регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова Хава Исаева. Маршола. И сразу, переходя к нашему разговору, Хава, сразу примите наши поздравления с 20-летним юбилеем. Желаем вам всех благ на вашем благотворительном поприще. Спасибо вам, что вы есть. И мой вопрос. 20 лет. Это много, мало для таких фондов? Ваше мнение? Спасибо за поздравление, Омел. Вы знаете, я не буду давать оценку много или мало, 20 лет. Для нас, для фонда, гораздо важнее то, что мы смогли сделать за этот промежуток времени, за 20 лет, и то, что мы еще сможем сделать в дальнейшем. Сегодня миллионное количество людей благодарят фонд имени Ахмата Кадырова, Аймане Несин за ту безграничную помощь. Вот эти слова благодарности, это и есть оценка за 20-летний труд фонда. А других оценок не нужно. И не нужно, да. Для нас важнее то, что мы смогли помочь и быть поддержкой в тяжелое время для людей. И для сотрудников фонда это большая честь быть полезным и принимать участие в тех богоугодных делах, которые совершает фонд. Быть сотрудником фонда добрых дел. Да. Как я уже говорил, как его называют люди по всему миру. А не трудно быть сотрудником такого фонда. Фонд добрых дел – это уже статус, это уже бренд. Это хороший статус, это для нас, сотрудников, это, скажем так, большая честь, потому что мы в команде первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Мы можем принимать участие в этих миллионных благих делах, которые совершает фонд. Но это тяжело. Всем кажется, это легко, это тяжело. В первую очередь сотрудник фонда, он должен быть психологом, потому что ежедневно в фонд обращаются люди с разными проблемами. Я был у вас, я знаю. С разными проблемами, и каждому должен быть индивидуальный подход. Мы все эти проблемы, все просьбы пропускаем через себя, стараемся оказать всестороннюю помощь. Это нелегко. А насколько вас хватит вот это все через себя пропускать? Это нелегко. Это нелегко, но самое главное для нас – это то, что мы можем принимать участие в судьбах данных людей. И надеемся, что это где-то вот какой-то галочкой в иной жизни мы это найдем. Все во благо нашего народа, во благо нашего Бога. Вы все такие, вы все такие. У нас вот такая... так понимаете определенно своей работы. Да, честно сказать, да, вот коллектив фонда, у нас нету такого, я устал, мне плохо. Даже в отпуске, если на больничном, если идет звонок от нашего руководства или какая-то просьба, ее нужно моментально решить, посмотреть, проверить, мы сразу же, как говорится 24/7, готовы быть полезным в таком богоугодном деле. Вы специально где-то обучаете специалистов, вы специально подбираете таких людей? Вы знаете, коллектив фонда, он не такой большой. Но и все-таки. И мы тщательно смотрим, кто как, на что способен. У нас разные направления в работе, и именно работа с гражданами мы стараемся отбирать тех сотрудников. Ну, мы уже давно работаем, для нас как бы фонд – это второй дом. Мы уже как бы не на работу идем, а как будто во второй дом. И даже выходные дни для нас бывают как-то дико. Неужели выходной день? Как-то уже неловко себя чувствуешь. Особенно праздничные дни. Мы уже готовы. Да, один день, как я всегда, наши сотрудники говорят, один день нам хватает выходной, как бы. Мы готовы дальше идти. Мы стараемся именно вот тех сотрудников, которые с гражданами, конечно, я всегда говорю сотрудникам, этот человек пришел со своей проблемой.
Вы должны его выслушать, вы должны оказать ему необходимую помощь, сострадание с вашей стороны должно быть. Свои проблемы вы оставляете у себя дома. На работе вы должен быть человек, готов решить любые проблемы и без проблем. А У не всех так, и- чтобы передайте бумаги в Нет, тот отдел, нет, мы вам нет. позвоним, вы потом придете. Нет. Бывает, что даже приходит человек, он даже не знает, куда он должен идти. Он не знает, какие у него есть соцпакеты, какие у него льготы есть от государства. Мы как консультируем, направляем, даже стараемся сразу же набрать телефон там, то или иное министерство, так, походатайствовать. Вы не могли бы принять человека, посмотреть его, вот этот, решить данный вопрос. Мы вот как бы и нашу работу выполняем, и также как консультацию проводим для людей, которые... Хава, обращаются. скажите мне, а почему я у вас не заметил вот этой вывески, модной, если можно так сказать, график посещения, график работы, вот это, которое на улице обычно бывает в каких-то таких предприятиях, да? А у вас... У нас ненормированный график у меня. Да, суббота, воскресенье как бы официально выходные, но это бывает... все знают, да. Бывает, что мы бываем на работе, даже приходят люди, авось открыто, действительно авось открыто. Приходят, и они удивляются, а вы работаете сегодня? Да, мы работаем. Прием, пожалуйста. У нас нету такого, чтобы вот такой-то день приемный день. У нас каждый день приемный день. Мы всегда рады помочь нуждающимся. Это и есть главная цель фонда. Это и есть фонд добрых дел. Спасибо. Как мы уже говорили, еще раз напомню, что фонду добрых дел, я его так буду называть в течение нашего разговора, исполняется 20 лет. Как говорится, есть возможность подвести какие-нибудь такие итоги. А вообще изначально фонд он был создан, скажем так, вкратце, для оказания материальной помощи нуждающимся, в основном тяжелобольным, которые нуждались в иногороднем лечении, получили финансовую помощь, на приобретение стройматериала, там, на проведение религиозных обрядов, на совершение, мы все знаем, что каждый мусульманин мечтает совершение хаджа, да, мечтает посетить священную Мекку. Благодаря фонду тысячи жителей нашей республики за эти 20 лет смогли посетить эти прекрасные места, совершить умру и хадж. Также мы знаем, немаловажная проблема, да, острая проблема, это отсутствие жилья в нашей республике. 2 военные компании все равно оставили свой след. Благодаря финансовой поддержке фонда тысячи семей обрели свой угол. Это квартиры, это комфортабельные дома, все необходимые мебелью, техникой. Кроме этого, фонд, он активно принимал и принимает участие в социальной сфере нашей республики. То есть восстановление, реконструкция социально значимых объектов, культурного наследия, медучреждения, общеобразовательные, спортивные, места отдыха для нашего народа, для детей. Тысячи объектов за счет фонда было построено и восстановлено. В основном хочется отметить религиозные объекты, прекрасные наши мечети. Сердце Чечни, имени Аймани Кадыра, имени пророка Мухаммеда. Также школа для хафизов. Я не знаю, у нас, наверное, в нашей стране нет регионов, где есть школа для хафизов, для изучения Корана. Это тоже один из важных проектов фонда. Вот. Также хочется отметить, что фонд он активно принимает участие в проведении различных религиозных, спортивных, культурно-массовых мероприятий, не только республиканского характера, но и даже на международном уровне тоже. То есть деятельность фонда, она расширила не только свою географию, но и расширила тот спектр добрых дел, которые он совершает. Я знаю, как работает фонд, я знаю, как помогает фонд. Я знаю, насколько фонд добрых дел распространяет свое добро по всему миру. Вы тоже сейчас сказали международный. У меня тогда такой вопрос. А можно уже считать фонд международным, а не региональным? Фонд же помогает по всему миру уже, хотя он создавался для помощи жителям Чеченской Республики. Да, это был такой тяжелый период, 2004 год, когда мы потеряли нашего национального лидера Ахмата Хаджи Кадырова. Аминь. И не только республика, но и весь народ, он был в растерянности, потому что мы потеряли нашего национального лидера, мы не знали, что и как будет с нами дальше. И чтобы продолжить те благие дела, тот светлый путь, который начал наш первый президент Ахмат Хаджи Кадыров,
возникла идея о создании фонда. И действительно за эти 20 лет фонд, вот поставленные свои цели и задачи, он, можно сказать, исполнен на 200%, на ура. И тогда деятельность фонда ограничивалась именно чисто на нашей республике, потому что все было в разрухе. Фонд он активно начал принимать участие в судьбах людей, восстановлении нашей инфраструктуры. Это была большая поддержка для правительства. И уже со временем деятельность фонда, она уже начала охватывать соседние регионы. Но сегодня, да, статус он региональный, но те благие дела, которые совершает президент фонда Эмани Несиевна, это уже давно на международном уровне. О чем я говорю? Вот, потому что в разных уголках мы слышим на разных языках слова благодарности в адрес Аймани. Если привести так, пример: Турция, Сирия, Палестина, Бангладеш, Ближний Дальний Восток, Африка, Иордания, Ирак. География, она действительно, она Очень расширилась, большая. да, и все получили. Самое главное, это не только, чтобы география расширилась, самое главное, это то, что мы смогли помочь нуждающимся, где бы он ни находился. И действительно, эта помощь дошла до того человека, кто в ней нуждался. Хава, а тогда скажите мне, по всему миру идет добро из Чеченской Республики, от фонда добрых дел. А легко ли творить добро сегодня? Добро творить легко, если ты это делаешь от доброго сердца. Президент фонда Эмани Несиевна, наш глава Чеченской Республики, вот их тот путь, который они вот начали с того пути, это светлый путь, это путь добра. И это очень легко дается фонду, несмотря на все западные санкции. Мы все знаем, что и против фонда Вот объявили... подвели вы разговор к этому, прошу. Мы все знаем, что против фонда объявили санкцию, против нашей республики, против главы республики, против семьи главы республики. Но, несмотря на это, я не скажу один день, я скажу ни на одну минуту деятельность фонда, она не прекращалась. Наоборот, в разы увеличилась. Там объявлены санкции, тут фонд помогает в Сирии. Тут объявлены санкции, тут фонд помогает пострадавшим во время землетрясения Турция, Сирия, Бангладеш. То есть, как бы там западные политические вопросы не решались, деятельность фонда, на деятельность А у нас фонда. свой ответ У нас свой ответ. этим санкциям. Да. И ни на минуту деятельность фонда, она не прекращалась и не будет прекращаться. Фонд Потому помогает. что это благие дела. Это благие дела. Фонд помогает по всему миру, всем нуждаемся, всем, кто обратится в этот фонд. Им идет помощь. А кто фонду помогает? Аллах. А можете вспомнить самую такую яркую акцию за эти 20 лет фонда? Ой, у нас их очень много. Вот самую-самую такую, Давайте на вот ваше чисто в мнение. нашей республике народный ифтар. Любой постящийся мог прийти на ифтар на разговение. Это одна из таких масштабных акций, да, в нашей республике. Также ежедневные благотворительные акции, которые проводились именно во время священных праздников для мусульман. Ежедневно. Вот. Малоимущий, он нуждающийся, мы не смотрели на это, то есть от фонда не получали продуктовый набор или финансовую помощь. Во время пандемии, все мы знаем, что мы были на самоизоляции, все мы слышали за пределами, мы все выезжаем, смотрим, и между общением мы слышали, рассказывали, как восхищались нашей главой. Во время пандемии, когда все были на самоизоляции, каждый день фонд имени Ахмата Кадырова проводил благотворительные акции по оказанию финансовой помощи, по оказанию продуктовой помощи. То есть каждая семья, можно сказать, получила помощь от фонда. А в других регионах этого не было. Помимо нашей республики, вот эти акции, они охватили и соседние регионы. Также та безвозмездная помощь, которая была оказана Сирийско-Арабской Республике во время войны. Наши братья-мусульмане из Мьянмы, которые находятся на Бангладеше, дома, школы для обучения, для детей, для девочек и для мальчиков. То есть не только финансовая продуктовая помощь, то есть охват, все, что необходимо для этих людей, было сделано фондом. И сейчас, к сожалению, специальная военная операция, которая на Украине проходит. С первых дней
Войны, да, на Украине. Мы с Было вами освобождение. вопросами не обменивались. Не ответами, обмениваемся, ну, да. Я просто Вы продолжаю. идете по моим Я просто вопросам. рассказываю все акты, И которые... поэтому нет дополнительного ничего Да. у меня к вам. Вот с первых дней Никаких вопросов. Прошу, СВО, фонд по поручению президента фонда оказывается всесторонняя помощь по оказанию помощи не только нашим бойцам, не только участникам военной операции, которые находятся там, но и жителям освобожденных Донецкой и Луганской народных республик и других городов. То есть мы знаем, что такое война, мы знаем, как потерять свой дом, как находиться под бомбежками, без еды, без питания. И мы понимаем, что такая Что помощь, такая она необходима, крайне как никто. необходима, и она крайне необходима. Мы это все прошли, и сострадание президента фонда это превыше всего, и вот ею было дано поручение, чтобы мы оказали всю необходимую помощь нашим братьям, скажем так. Я хочу у вас спросить, а вот не сложно вам, сотрудникам этого фонда, не сложно самому фонду работать в вот таком благотворительном времени, без отдыха? Откуда силы? Главным мотиватором нашей работы является наш президент фонда Аймани Несиевна. Ее стремление помочь, ее доброе сердце, то, что она истинная мусульманка, те добрые дела только истинный мусульманин может совершать. Быть полезным нуждающимся, вот это главное для нас, сотрудников, является мотивацией. А что самое сложное в фонде, в вашей работе? Ну, не может быть такое, чтобы все было легко. Но мы справляемся. Мы справляемся. Да, Просто тогда мы о своих справляемся. проблемах, своих таких минусов не говорим. Мы стараемся их решить там же на месте, смотреть как и что. Значит, вот тут такая ошибка, в следующий раз не допускаем такую ошибку. И много таких ошибок? Много Нет, таких к минусов? сожалению, нет. К сожалению, нет. К сожалению, нет. Спасибо, спасибо. А как вы видите будущее фонда? Вы вице-президент. Вот как вице-президент видит развитие и будущее фонда? Скажу так. Вы знаете, в развитии, да, вот, да, вначале так потихоньку все шло, да, в цифрах, но чем дальше, тем лучше фонд и деятельность фонда, она уже начала охватывать, да, вот многие уголки земного шара, и мы начали уже на международном уровне, да, по ступенькам подниматься. В дальнейшем, скажем так, вот как была изначально поставлена цель быть полезной людям, своему народу, и не только своему народу, и в дальнейшем мы по этому курсу, по курсу первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджи Кадырова, его заветы, его желания, его цель, которая была изначально поставлена, быть полезным и оказать помощь независимости. Родственник он твой, сосед он твой, главное, он нуждающийся. И по этой цели мы и в дальнейшем будем идти. И да, у нас все это прекрасно получается и будет в будущем получаться. Потому что главным мотиватором у нас является президент фонда Аймани Несиевна. И поддержкой фонда еще является глава Чеченской Республики Рамзан Ахматович. Ему тоже огромное спасибо за все это. И мне кажется, работа фонда, она прекрасна. И она Главное, продолжается. и она продолжается, и будет продолжаться. И будет продолжаться. А в новом году что стало точкой отсчета добрых дел? С чего вы стартовали в новом году? Мы стартовали с самого, вот, скажем так, с богоугодного дела. Закладка капсул религиозных объектов. Более 20 мечетей было заложено капсулу по строительству новых мечетей за счет фонда. Это 20? Более 20 мечетей. Более 20? Более 20, 24, вот так вот. Это самое богоугодное дело, мне кажется. Также оказание помощи тяжелобольным. Ежедневно вот, помощь от фонда доходит до той семьи, где больной, где он нуждается выехать за пределы республики. Из благотворительных акций нашей республики. Спасибо. Спасибо, что вы есть, спасибо, что пришли, ответили на наши вопросы, высказали свое мнение. И спасибо вам, фонду, что вы творите добро для всех людей. От всей души. Удачи вам. И низкий вам поклон за вашу работу. Бархав. С праздником. Вересов.
А на сегодня это все, дорогие друзья. Это была программа «Актуальная тема» на телеканале «Войнах». И еще раз. Фонд добрых дел, региональный общественный фонд имени первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова, скоро будет отмечать свой 20-летний юбилей. От меня лично, от нашей телерадиокомпании «Войнах», всех благ тебе, фонд, удачи и спасибо, что ты есть. И еще, напоследок, не болейте, будьте здоровы.